Началось обучение в 5 лабораториях основам ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Обучение проходят медицинские работники по вопросам профилактики, диагностики, лечению и биобезопасности при COVID-19. Как проходят занятия медиков, расскажут наши корреспонденты. Гульмира Турдубекова – медсестра санитарно-профилактического центра Аламединского района. Она проходит обучение основам ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Медик отмечает важность того, что организовывают такие курсы в период пандемии. Я обучаюсь здесь 7 сентября, и за эти дни я много узнала по профилактике COVID-19. Мы совмещаем практику с теорией. Вот, например, сегодня мы своими руками сделали то, что было сказано на занятиях. Взяли анализ и выявили, что данный человек не болен COVID-19. Обучение проходит в 5 лабораториях с 7 по 11 сентября по основам ПЦР-диагностики коронавирусной инфекции. Данный курс охватывает специалистов лабораторной службы всей республики. К нам приехали курсанты со всех регионов и проходим конкретно практическое обучение на разных базах. Вот, в частности, это база НПО «Профилактическая медицина». Также часть курсантов задействована на базе РЦКОИ и на базе Центра Госанэпиднадзора. Все участники прошли все обучение по всем этапам полимеразной цепной реакции. Наглядно они своими руками продемонстрировали все методы. И проходит обучение. Это первый цикл, второй цикл запланирован на следующую неделю. Если раньше обучение проходили только пульмонологи, лаборанты, вирусологи и инфекционисты, то сегодня с угрозой второй волны курсы по лечению и профилактике коронавирусной инфекции проходят абсолютно все медицинские работники. В курсы включены разделы по лечению коронавируса у детей, самые главные методы лечения и реабилитации после коронавируса на основе международного опыта и передовых научных практик. Вот все наши обучения проходят, и там мультидисциплинарная команда, мы ее так называем. В эту команду включаются на обучение все медицинские работники. Это могут быть и терапевты, это могут быть и кардиологи, акушер-гинекологи, хирурги, но мы там даем акцент именно на COVID. То есть мы готовим их на случай возникновения вспышки, чтобы они были готовы каждый оказать тот объем услуг, который предусматривается в клиническом протоколе. То есть мы их готовим как резерв кадров на случай второй волны при COVID. Всего за период с февраля по август 2020 года обучено около 19 тысяч медработников. Кроме того, в конце апреля в Кыргызстан прибыла группа медицинских специалистов из Китая, которая поделилась лучшими методиками и практиками в лечении больных, а также оказала помощь по обучению наших специалистов по борьбе с COVID-19. Сейчас обучение медиков проходит по 4-му клиническому протоколу лечения коронавирусной инфекции, утвержденному Министерством здравоохранения Кыргызской республики. В новом протоколе также много профильных рекомендаций по амбулаторному лечению и лечению в стационарах. Мирим Асаналиева, Рыскелдик Кульбеков, ЛТР Бишкек.